Вот я подошел к этому человеку, у него спрашиваю, у тебя Сталин? Я говорю, вот на машине. Он говорит, да. Я говорю, это твой герой? Он говорит, да. Я говорю, этот человек уничтожил 60% населения чеченцев, я говорю. Это твой герой? Он говорит, да. Я говорю, если я повесил на свою машину человек, который уничтожил 60% населения Дагестана, я себе мужчиной не считал бы, я говорю. Он все равно говорит, он герой мой. Вот ваше истинное лицо. Вот вы кто такие. Я не говорю про всех, но, к сожалению, есть такие. С этим поклонником Сталина все понятно. Поклонник Сталина не может быть мусульманином. Это мерзость. Будь проклят Сталин и все, кто его почитает, какой бы национальности он не был бы. Но наше внимание привлекло то, что это видео репостнули кадыровские паблики. И это удивительно, так как сами высокопоставленные кадыровцы являются поклонниками Сталина и безбожного Советского Союза. Если так, то почему же кадыровцев задел тот факт, что какой-то коммунист из Дагестана наклеил на свою машину фотографию Сталина? А причина в том, что одна из задач, которая ставится перед администрацией подручных каналов оккупационного режима типа ЧП Чечня, ЧП Грозный и другие, это периодическое стравливание чеченцев, дагестанцев и ингушей, создавая новые инфоповоды, которые приводят к усилению ненависти. Но в данном случае очень забавно, что у кадыровцев вызвало возмущение наличие изображения Сталина на чьем-то автомобиле, в то время как его бюст стоит в кабинетах МВД города Грозный. Да и в целом, любовь и почтение со стороны оккупантов к коммунистическим вождям проявляется на Кавказе и в России повсеместно. Почему бы вам не возмутиться этим? Нам непонятны претензии кадыровцев к дагестанцам, ведь они сами чтут и Сталина, и Путина. Ведь Путин ничуть не отстает от Сталина. Оба этих диктатора убили немало чеченцев.